Я вам представляю Никиту Аржакова, режиссера фильма «Чикти Сас». Потрясающий фильм, Никита, я поздравляю тебя. Это действительно, ну, я впечатлен, честно скажу, да. Но вот почему именно вот тема советского прошлого, да, то есть вот почему именно это произведение ты выбрал для экранизации? Эта повесть, мне кажется, сегодня могла бы быть актуальной, потому что, ну вот чисто по отношению к жизни, вот эти юношеские порывы, вера большая, романтика, романтизм и чистота, мне кажется, чистота жизни, не обремененная какими-то, может быть, карьерными делами или, ну, это немножко другая жизнь. И мне хотелось вот поделиться прежде всего с молодежью и рассказать о юности их дедушек, отцов, матерей. Знаете, тут Советский Союз просто показан как некий утраченный рай, понимаете, вот видишь и думаешь, неужели вот люди были такие чистые, наивные, светлые, ну куда это все исчезло так? Но в большинстве случаев, конечно, я вот по своей юности говорю, мы если даже в наших отношениях не было вот какой-то такой второго плана, скажем, не было. Если мы дружили, то дружили. Если не любили, значит не любили. У нас было как-то так все по-честному. И из этого времени ведь многие наши руководители, из этого вышли многие наши писатели, ученые, спортсмены, олимпийские чемпионы. И так что сказать, что да, исчезло, это невозможно. Просто мы ну, скромные, что ли, может быть. Вот в наше время, мне кажется, не хватает именно фильмов, после которого остается впечатление, именно впечатление. Вот фильм реально впечатляет. Очень хорошо выдержана стилистика, именно та советская, по которой мы ностальгируем в данный момент, да. И плюс ко всему, сама та эстетика, скажем так, не нарушаясь, нисколько не отклоняясь в сторону, она очень от начала до конца выдержана. Даже мне показалось, по драматургии режиссер постарался, вот как в то время играли в кино, даже вот именно те кадры, та постановка. Очень хочется отметить, конечно, не только режиссуру, но и, естественно, операторская работа. Просто я всегда в Якутии поражаюсь. Ребята, которые существуют здесь, да, у всех хорошая школа, хорошая база, и снимают, ставят картинку очень хорошо, а это важно для зрителей в наше время. Кстати говоря, насчет произведения, да, экранизации, они всегда немножко усекают и упрощают, да, вот то, что было заложено автором, вот что-то было проблема, вот как бы усечь, потому что я вот вижу, что финал какой-то очень быстро усеченный, то есть, его сняли, то есть, и все хорошо стало вдруг, то есть вот не хватило какого-то, ну, мне лично, может быть, я не прав, но вот в произведении как вот там было это все построено? Но это называется повесть. На самом деле это роман. Полноценный, обширный роман, в котором очень много линий, очень много героев. Вот. И, конечно, это все сконцентрировать было очень сложно. Вот. И ты прав, что все вот как-то вот есть такой момент, я знаю, как-то все резко все становится хорошо. Да. И, ну, просто экранного времени не хватает. В нынешнем формате можно было бы из него сделать хороший сериал. Но фильмы Никиты узнаются, у него свой почерк. Безусловно, это высокий патриотизм, это вот даже ностальгия по тому времени. А в основе фильмов всегда идут характеры. И подкрепленно это хорошей игрой актеров, коллектива, вот этого ансамбля, получается, ну, очень самобытная, узнаваемая, подчеркивая вещь. У него свой почерк. Вот интересно, да, что все твои известные фильмы, да, они все про прошлое, то есть такие ностальгического характера, да, такого героизация прошлого. А не хочешь какой-нибудь фильм снять, интерпретацию, вот, ну, твое видение современности, нашего времени, то есть вот именно наши вот нулевые, десятые годы? Ну, понимаешь, вот драматургия
тех лет, да, она настолько переполняет, и настолько она сильна, что в современном мире мне сложно что-то вот найти или рассказать, что было бы, ну, мне интересно, зрителям интересно, да. Я пока не нахожу. И потом я же не знаю по большому современную жизнь. Ну я как, просто- вы живете сейчас в наше время, как вы можете Не, не ну я же воспринимаю это просто чисто внешне. Ага. Я же не хожу там в клубы какие-то там и так далее. Я не знаю там, как сейчас складываются отношения юноши с девушкой, как они влюбляются. А то, что я прожил, и вообще режиссер же снимает о том, что, ну, более-менее себя. знает, да, что более-менее знает. Вот, конечно, сегодняшние отношения и молодежь. У меня есть интересные ребята, есть интересные судьбы. Можно было бы что-то, конечно, сделать, но драматургия тех лет, да, оно все равно переполняет и перевешивает. Я не знаю, это вот есть такое направление в в северной прозе, в советской, магический реализм. Вот то ли от того, что я его ищу, то ли от того, что мы здесь на Лене, и так чудесно здесь смотрится кино в хорошей компании, то для меня это вот именно есть какой-то магический реализм, возвращенный в кино, потому что нет Советского Союза, нет этой страны, нет этого слога, который здесь используется, но при этом фильм дышит, фильм живет, и он наполнен свежестью, и эта свежесть не взаимоотношений мальчика и девочки, это нечто большее. Это присутствие, если угодно, сверхъестественного в жизни, вот в какой-то такой странной, полусказочной во многом жизни. И то, как это здесь исследовано, то, как это здесь зафиксировано, это очень вдохновенный фильм и очень светлый. И как бы жаль, вот сейчас уже поднимали эту тему как-то в кругу. Такое кино сегодня не прокатывается в России, хотя, несомненно, у этого фильма был бы свой зритель. И более того, это на самом деле мощное пропагандистское оружие в руках тех, кто этот фильм попытался бы использовать. А сейчас над чем И работаешь? самая, значит, большая цель, конечно, мы приступаем к подготовительному периоду по Василию Далану Дагандархан. Все-таки этот проект имеет шансы Да. осуществиться. Да. Вот. Ну, посмотрим, как будет, но ну, мы готовимся и думаем, что мы запустимся на этот проект. Ну, я тоже в это верю, и я думаю, что, находясь в таком священном, Да. сильном месте, наши пожелания, они обязательно исполнятся, и следующий большой фильм это будет Дагандархан. Да. Спасибо.